Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Ваше право», и с вами я, Александров Денис Родионович, прокурор Урмарского района. Сегодня мне в программе хотелось бы рассказать о проделанной прокуратурой Урмарского района работой при соблюдении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем году в прокуратуру Урмарского района поступили 4 обращения граждан из числа детей, оставшихся без попечения родителей, которые прокуратурой района рассмотрены. Действующим законодательством предусмотрено, а это именно статья 109 прим. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 8 Федерального закона о дополнительных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотрено предоставление благоустроенных жилых помещений. И в соответствии с этими требованиями и в рамках рассмотрения обращений граждан были установлены нарушения действующего законодательства прокуратуры района. В целях восстановления нарушенных прав детей-сирот прокуратура района подготовлены и направлены в суд 4 исковых заявления об обеспечении жильем, благоустроенным жилым помещением этих детей, оставшихся без попечения родителей. Все исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены. По результатам исполнительских действий, проводимых службой судебных приставов и в обеспечении решения суда администрацией района, были предоставлены 3 благоустроенных жилых помещения детям-сиротам на основании договоров социального найма специализированного жилого помещения. Также на исполнении службы судебных приставов находится еще 2 решения суда. Работа в данной сфере прокуратуры района будет продолжена. Постановлением правительства Российской Федерации, вступившим в законную силу с 19 ноября 2019 года, установлен запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, также промышленных производств, а также осуществление миссионерской деятельности. При этом также указанным постановлением правительства предусмотрен запрет и на использование жилого помещения в целях предоставления гостиничных услуг. Аналогичные нормы введены также и Жилищным кодексом с октября текущего года. Мне хотелось бы рассказать о проводимых прокуратурой района проверках в сфере защиты прав потребителей совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Зачастую прокуратура района проводит проверки в сфере защиты прав потребителей и направленные на обеспечение качественной, безопасной пищевой продукции потребителей, простых граждан. Согласно Федеральному закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности, а также маркировки и необходимой информации о товаре. Такие пищевые продукты признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации. Так, в ходе проведенной 15 ноября текущего года на территории рынка в поселке Урмары прокуратура района совместно с инспектором Роспотребнадзора было выявлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял реализацию сухофруктов, орехов, фруктов без товаросопроводительных документов и в отсутствии информации о месте происхождения товара. Более того, указанные пищевые продукты реализовывались лицом без прохождения медицинского осмотра, то есть в отсутствии установленной медицинской книжки. По результатам проведенной проверки в связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района было возбуждено административное дело по части 2 статьи 1443 Административного кодекса Российской Федерации о нарушении продавцом требований технических регламентов, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей. Материалы проверки вместе с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя направлены для рассмотрения в арбитражный суд Чувашской Республики. Аналогичная работа будет проводиться прокуратурой района и дальше.